Крым является эндемичной зоной с йододефицитом, и очень часто встречается проблема щитовидной железы именно в Крыму. Щитовидная железа – это орган, расположенный на передней поверхности шеи в виде бабочки. В организме человека отвечает за очень большое количество функций, за артериальное давление, за метаболизм, за обмен. Патология щитовидной железы связана с ее гормон-продуцирующей функцией. Она может быть связана с пониженной функцией гормона или, наоборот, с повышением функции гормона. Также в патологии щитовидной железы встречаются узловые образования щитовидной железы, которые могут иногда быть злокачественными. Это может быть стресс, неправильный образ жизни, нарушение в питании и экологические факторы. В чем проявляется эта патология? Чаще всего она проявляется депрессивными состояниями, ломкостью волос, ногтей, выпадением волос, повышением массы тела или наоборот, очень быстрым снижением массы тела. Также может быть дискомфорт в области горла, это чувство нарушения глотания, ком в горле, патологии, связанные с костями, остеоартрозы, остеопорозы. При появлении этих первых признаков, конечно же, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, который в обязательном порядке назначит в виде исследования УЗИ щитовидной железы, скрининговые анализы на гормоны щитовидной железы, на продукцию этих гормонов. А также при выявлении узла в щитовидной железе может понадобиться пункционная биопсия для выявления доброй или злокачественности этого узла. В принципе, УЗИ методика является самой объективной методикой для выявления узлов в щитовидной железе. При необходимости дополнить можно выполнить лабораторные методы исследования для верификации окончательного диагноза. Операция нужна при патологии щитовидной железы всего в 3 случаях, когда есть нарушение функции в виде повышенной гормональной активности щитовидной железы, а также при наличии злокачественного узла. И третьим является синдром сдавления, который приводит к затруднению глотания и дыхания. Необходимо вести правильный образ жизни, избегать стрессовых ситуаций. Конечно же, рациональное питание с приемом необходимого количества йода и микроэлементов.